Ну, хорошо выглядим. Геленчик, представляйся. Так, меня зовут Геляна, мне 28 лет, я предприниматель. Занимаюсь в основном страхование таких видов, как ОСАГО, страхование сельхозтехники. Есть у меня еще небольшое кафе и занимаюсь общественной деятельностью. Я вхожу в общественную молодежную палату при Народном хурале. Здравствуйте, меня зовут Айцана, мне 28 лет. Я предприниматель, у меня есть магазин профессиональной косметики для волос, и я занимаюсь окрашиванием волос, предпочтительно в яркие цвета. Ну, видно по твоим. Это еда. Боже, как все Печень, что ли? аппетитно. Сейчас попробую. Ты ешь лук, я буду мясо и овощи. Не, я овощи люблю, могу даже лук съесть. Не ели с вчерашнего дня. Со вчерашнего вечера. Вау. Она прям брыжет, да? Это говядина, да? Однозначно. Ее как будто бы хорошенько отбили, да? Забили. Приятного аппетита, Айцана. Спасибо и тебе. Спасибо, дорогая. Как вкусно. Чуть-чуть напоминает вкус шашлыка, который мы этой весной еще не ели. Для меня вкусно, но суховато. А что за мясо? Говядина. Ее так хорошо прям отбили. Она может быть суховатая, но в меру. Это баранина? Да. А, Вкусно. это другое дело. А почему другое дело, что в говядине, что в баранине? Баранину я не очень люблю, но да, я что-то не почувствовала, что это. Вы не почувствовали баранину и говядину? Угу. Видимо, я не разбираюсь. Мы вдвоем не разбираемся. Учитывая то, что мы так точно никогда не приготовим, нам очень сильно нравится. А ели вы это каждый день? Не-а. Нет? Я бы ела. Для меня мясо как будто оно тяжелое, и мне прям, моему желудку плохо, честно говоря, когда мяса много. Что ты любишь есть? Овощи, фрукты, сладости. Я люблю овощи вообще, не знаю, жареные, печеные, вареные, овощи на гриле, все люблю. Больше, чем мясо. А дома блюда из баранины какие вы делаете? Или бама там делаете? Суп, махан, основные блюда. Да, мама Второе редко. суп только. Второй нет, не делает. Ну, надо уметь второе приготовить из баранины. Мне как-то родители прислали, в Москве, когда я была, они мне прислали ножку барана, что ли, и мы туда дырочки так сделали, и морковку туда засунули. И запекли, да, очень было вкусно. Там очень вкусно с морковкой. А шашлык из баранины вам нравится? Да, Я не пробовала, по-моему. Точно не скажу. Вы ели баранину из других регионов? В Ставрополе я не носила. Или... Она не такая, как у нас. А какая? Чем Она отличалась? жесткая и как будто бы шлюмный такой наваристый бульон. Да. Какую оценку дадите этому блюду? А какая По какой-то шкала? шкале? От 1 до 5. 5. Потому что я считаю, что баранину сложно приготовить, особенно сделать какое-то второе блюдо из нее. Я поставила 4, потому что было мне суховато. Поэтому здесь предполагают соус, да? Потому что оно достаточно сухое, как будто бы. Не, наоборот, сочная. Когда ты надкусываешь, еще не доходя до мяса, кажется, что сухое. Чебурек однозначно. Первое впечатление. Угу. Там внутри много специй, да? Но чем отличается от чебурека? Как будто бы ничем не отличается. Формой, наверное, только. Мы же привыкли к чебурекам, которые размером как голова. Тут вообще так маленько. А фарш? Тоже как у чебурека? Вкуснее намного. И не пахнет. Сочнее, как будто бы. Ну, хушуры я люблю. Я, допустим, такое люблю на работу брать с собой, чтобы перекусить в обед там, или до обеда. Сытные. Да, они сытные. Фарш прям такой мясной-мясной. Раз в неделю можно. Ну, не можно даже. Запросто. Ну, вот с Геляной учились в университете, и постоянно чебуреки только и ели. Денег только на чебуреки хватало. Не, ну не надоедало. Нет, вот именно что.
Утром не покушали, идешь, чебурек ешь. Мы только ради Проголодались после чебуреков на обеда, занятия чебурек ходили. опять. Ну, в принципе, можно тогда заменить чебурек кушурами же, правильно? Ну, Да. конечно, да. Возможно, когда-нибудь их начнут продавать в чебуречных. Идеальный хушур был. Угу. Мы все Кушуры любили. Гелян тебе понравились? Да. Какой У меня 5. 10. 10 из 5. 10 из 5. Мы наелись, и нам хорошо. Можно и поспать. Да.